В Нерюнгринском районе хирурги провели уникальную операцию методом лапароскопии. Подобный опыт первый в Якутии, и благодаря ему теперь можно спасти множество пациентов, нуждающихся в экстренной оперативной помощи. Подробнее в материале Надежды Акимовой. На счету Сергея Пешкова за 23 года работы в хирургии более 6000 операций. Врач-хирург высшей категории периодически повышает квалификацию и приобретает незаменимый опыт у коллег из других регионов. Методу лапароскопии хирург обучался в Новокузнецке. Но в своей родной больнице метод еще не использовал до недавнего случая, пока в отделение не поступил 38-летний Михаил Лебедев с острой почечной коликой. Суть ее заключается в том, что делается эта операция люмбоскопически, то есть малоинвазивная операция. Делаются проколы в поясничной области, и мы заходим доступом к почке без разреза. Вот мы выделили этот мочеточник, вскрыли его, убрали камень. Ассистировал Сергею Пешкову его коллега, опытный хирург Этибар Мусаев. Два высококвалифицированных специалиста спасли жизнь мужчине и тем самым дали возможность другим пациентам сделать данную операцию более безболезненно и при меньшем травматизме окружающих тканей. Очень красиво сделал операцию, которая заслуживает внимания. Действительно, операция сама по себе интересная, сложная. Гордимся коллегой. Кроме того, отсутствует косметический дефект в виде послеоперационных рубцов и шрамов. Прооперированного Михаила Лебедева на следующей неделе уже выпишут, хотя неделю назад мужчина даже не надеялся на быстрое выздоровление и находился в тяжелейшем состоянии. Самочувствие на данный момент у меня все хорошо. Сделали операцию. Такой операции, как такового здесь не делают. Вытащили камень. Сейчас долечиваюсь. На счету Сергея Пешкова множество спасенных жизней. Хирург, даже не находясь на своем рабочем посту, не забывает о своем врачебном долге. Мужчина отважно, как и полагается медицинскому работнику, спас при помощи реанимационных действий жизнь человеку. Хотя в тот момент доктор находился в отпуске с семьей в Монголии в 2014 году. Через год нерюнгринского врача представили к государственной награде Монголии. Со мной в тот момент находилась еще Петрова Инна Александровна, которая здесь раньше работала заведующей детским отделением, сейчас она работает в Ленске. И она принимала тоже активное участие в этом процессе. И, кстати, у нее тоже такая же награда. Сегодня не каждый из нас может быть предан своей профессии и отважен в человеческих поступках. Примеры этих замечательных хирургов, конечно, в истории не единичны, но сегодня встречаются довольно редко. Надежда Акимова, Семен Амосов, НВК Саха, Нерюнгри.